Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для козерогов. Карта недели. 3 карты на отношения. 2 карты на работу. Финансы. Удача, проблема и совет на неделю. Итак, шестерка червовая. Замечательная карта выпадает козерогам на эту неделю. Она говорит о том, что какие-то ваши мечты и планы могут осуществиться либо на этой неделе, либо в ближайшее время. Особенно если вы приложили уже много стараний к этому, то вполне возможно здесь уже прямо на этой неделе может что-то хорошее для вас происходить. Так, кстати, карта такого счастливого поворота. Вот были, допустим, сложности, вы старались, вкладывались, ничего не получалось, а теперь вдруг начинает все как бы само собой решаться. Очень хорошая возможность для того, чтобы решить сложные вопросы, получить какие-то разрешительные документы, подарки. Кстати, тут вот может быть разрешение на какую-то поездку, допустим, вот не было, да, теперь вот можете получить. Кроме того, эта карта еще и исцеление. Если кто-то болел, да, это вот замечательная неделя, скажет, что вы здоровы, все. И также карта говорит о том, что были, допустим, финансовые сложности в работе, в отношениях, тоже все может решаться к лучшему. Карта, когда мы заявляем о себе, когда мы себя показываем в самом лучшем свете, и вот о нас могут даже вот говорить, да, очень важно производить правильное впечатление, хорошее впечатление. Для отношений. Те, кто пока еще не в браке, не в паре, здесь валет червовый выпадает, как раз карта романтики, когда мы можем встретить того самого единственного человека, который затронет наше сердце. Это как исполнение нашего желания, нашей мечты давней. Замечательная карта, которая говорит о том, что если даже не эта неделя, все равно вот энергетический поворот уже происходит вот от одиночества к встрече со своим человеком. Если даже не эта неделя, то откладывается ненадолго это все. То есть в любом случае в ближайшее время это должно произойти. А теперь в паре у нас козероги. Дама червовая говорит о том, что что-то меняется в вашей паре, в вашем доме. Что-то меняется в вашем статусе. Если вы были еще пока не в браке, просто вместе жили, то значит здесь вот может быть желание зарегистрировать свои отношения. Для кого-то это известие о беременности ребенка, для кого-то это приход новых людей в дом. В общем, что-то меняется в вашей семье, в доме, статусе, причем в лучшую сторону. Если, допустим, ваши отношения были очень плохие, вообще не могли никак договориться и собирались, допустим, разводиться, да, то вот карта говорит о том, что вы можете на данный момент договориться, понять друг друга, и ваши отношения переходят на совершенно новый уровень. То есть все как бы меняется к лучшему, ваши желания осуществляются, партнер вас слышит, и меняется совершенно настроение в ваших отношениях. Хорошее время. Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая говорит о том, что достаточно будет написать смс, позвонить для того, чтобы этот вопрос решить. Самое важное здесь сохранять уверенность в себе, ни в коем случае вот не в состоянии жертвы это делать, да, даже если вы виноваты, даже если вы как бы совершили какую-то ошибку, достаточно просто ее осознать, сказать об этом, но ни в коем случае нельзя тут виниться, да, и нужно сохранять достоинство для того, чтобы вот вас партнер правильно понял и чтобы ваши отношения могли нормально развиваться потом. Работа. Для тех, кто в поиске работы, скорее всего, будут сложности с этим, либо неподходящая работа, либо неподходящий коллектив, либо зарплата какая-то неподходящая, либо вот сколько вы ни стараетесь, никак не получается, да, и вот карта у нас главная, и все-таки исполнение желания, то есть нужно подождать, не нужно соглашаться на ту работу, которая сейчас, ну, совершенно не подходит, либо, если вам очень нужны деньги, то временно на эту работу можно согласиться и думать о будущем улучшении, ни в коем случае на ней не оставаться долго.
Теперь для тех, кто работает уже, здесь карта говорит о том, что может быть очень много каких-то трудных моментов, очень много работы. Знаете, вот производственные процессы могут налаживаться или наоборот разрушаться. Вот, допустим, у вас был какой-то определенный порядок, алгоритм работы, а теперь это совершенно меняется. Кроме того, кто-то из коллектива может допускать там агрессивное поведение, как-то может не очень красиво себя вести, либо вы сами можете вот так себя проявить. Карта говорит о том, что из-за этого могут быть сложности, проблемы. Несмотря на то, что сейчас сложные времена, все-таки не нужно вот это разрушительное поведение допускать, не нужно там отчаиваться, не нужно разочаровываться, нужно собрать себя вот в кулак, никакой растерянности, никакого раздражения, стараться вот на том месте, на каком вы находитесь, делать все, что в ваших силах. Карта говорит о том, что скоро уже будет ситуация меняться, и вам станет легче, вам уже будет виден ваш дальнейший путь, ваши дальнейшие действия. То есть стоит просто сейчас вот набраться терпения, и несмотря на какие-то потери, на какие-то сложности и на усталость от всего от этого, да, нужно держать себя в руках, ни в коем случае не разрушать отношения с начальством, с подчиненными, с коллегами, клиентами и так далее. То есть здесь вот как бы очень важно это. А теперь для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что, скорее всего, придется отказываться от каких-то привычных схем, от, может быть, даже клиентов, которые были раньше. В общем, что-то придется прикрывать. И здесь ничего не сделаешь, потому что ситуация связана с влиянием внешним, да, то есть это не от вас зависит, это как бы общество, это законы, это другие люди и так далее. То есть здесь приходится менять все, трансформироваться. Но если у нас такая ситуация происходит, это значит, просто время пришло, и бороться с этим бесполезно. Нужно смотреть в будущее, нужно нацеливаться на то, чтобы лишнее как раз все убрать. Потому что ваша задача сохранить вообще вот возможность дальше продолжать дела. И если сейчас упорствовать в том, что уже отжило свое, да, то можно вообще остаться без работы, без дела, поэтому нужно настраиваться на что-то новое. Если даже нет возможности продолжать то, чем вы занимались раньше, есть возможности, да, начать новое. Поэтому не нужно здесь переживать и плакать, да. Конечно, это все тяжело, конечно, это дополнительные заботы, но что сделаешь? То есть нужно полагаться на себя, на высшие силы и на свою как бы счастливую судьбу, счастливую звезду. Несмотря на то, что сложно, все-таки нужно нацеливаться на будущее, держать его все время в голове. Вот у нас об этом говорит основная карта. То есть должны быть высокие цели, планы, и чем на более дальний это будет период у вас, тем больше это вас будет поддерживать. Для финансов выпадает валет трефовый. Карта говорит о том, что, скорее всего, в финансах будет тоже сложно. Скорее всего, будут какие-то источники дохода уходить, но в то же время есть возможность что-то новое начать. Вот эта карта вообще активности. То есть чем более активно вы будете в поисках новых источников дохода, тем быстрее вы наладите ситуацию, тем быстрее начнут поступать доходы. Может быть, сейчас у вас действительно зависимость от ситуации и нет возможности что-то изменить быстро. Но, по крайней мере, какие-то действия уже можно предпринимать в этом направлении. Также карта связана с спортом, да, со спортом, с какими-то развлечениями. То есть вот на это еще можете сейчас тратить деньги на этой неделе, да. Ну, во-первых, это позволит вам как-то успокоиться, держать себя в тонусе, в настроении в правильном. Если нет возможности зарабатывать, можно хотя бы тратить энергию на физическую активность, на спорт, и это будет уже улучшать ситуацию, да. Также карта говорит о том, что могут приходить деньги от каких-то споров, ссор и так далее. То есть, ну, допустим, у вас был, может быть, суд какой-то, да, или
Еще какая-то ситуация, когда какой-то человек вам, допустим, должен был какую-то выплатить часть, да, или там сумму денег. Вот здесь могут приходить деньги вот таким образом. Кроме того, это может быть еще и зависимость от денег. Вот по этой карте она очень часто показывает. Может быть, вы слишком сильно цепляетесь за эту тему, за эту сферу и таким образом блокируете ее. Да, вот здесь вот нужно подумать. Может быть, надо больше доверять себе, жизни, иметь дополнительные какие-то запасные варианты, стараться, чтобы было как можно больше источников дохода, чтобы у вас не было вот этого цепляния, да, страха потерять все деньги, и из-за этого как бы портится вообще вся ваша жизнь, из-за того, что у вас нет возможности, ну, как-то поддержать себя другими способами. Если один разрушается, другой должен остаться. То есть один источник дохода – это всегда плохо. И раз эта карта выпала, это значит, что у вас есть такая возможность иметь и другие источники дохода. Нужно об этом подумать. Удача. Восьмерка трифовая выпадает для удачи. То есть карта говорит о том, что удача в опоре на людей состоятельных, на людей, которые имеют власть и могут решать какие-то важные вопросы в вашей жизни. Нужно на них опираться, нужно их привлекать в свой круг, может быть, им какую-то помощь оказывать, они в следующий раз вам помогут, да. И также карта говорит о том, что какие бы ваши как бы цели прошлые не были высокие, не нужно от них отказываться. Да, вы можете изменить направление, вы можете как-то по-другому начать зарабатывать. Да, этот тяжелый период пройдет, и вы все равно этого добьетесь. Просто другими способами, другими методами. Не нужно от этого отказываться, вас это поддержит. Даст вам надежду, силы и так далее. Проблема восьмерка. Опять же, восьмерка пиковая. Очень много у нас тут кармических событий происходит, особенно для козерогов. И эта карта говорит о том, что проблема в том, что вы рассчитываете на других людей. Вы думаете, что кто-то вам должен помочь, что если там, допустим, что-то в стране происходит или с другими людьми, это для вас, ну, как бы кардинально, да. На самом деле карта говорит о том, что это проблема, когда мы вот так полагаемся на обстоятельства, на людей. Нам нужно полагаться на себя. Да, нам нужна поддержка, да, нам нужна опора, но в центре должны быть мы. И тогда не будет проблем, тогда мы не будем чувствовать себя там пешкой в игре, да, или жертвой. Совет десятка червовая, карта говорит о том, что нужно создавать свой ближайший круг. Нужно, чтобы была опора на семью, родители, дети, близкие люди. Нужно, чтобы были друзья, приятели и люди, которые вас одобряют, которые рады всегда помочь, подсказать, поддержать и так далее. То есть вот это должно быть основным и важным. Кроме того, нужно общаться и доверять какие-то важные дела только тем, кто уже проверен у вас из людей. Да? Нельзя вот доверять сразу человеку, если он, допустим, вам просто понравился или какой-то новый знакомый. Очень осторожными нужно быть вот в этом плане, чтобы никто вас не подвел в этом плане. И, кстати, если, допустим, приходят какие-то люди новые, и вы чувствуете, что они действительно как-то могут вам помочь поменять вашу жизнь, не отказывайтесь от этих знакомств. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!